Первые жерлицы. Я на обратном пути буду проверять. Ну, забирать-то есть. Ой, бля, все намело, даже не видно их вообще. Капец. Палки видны. Но флажки. Флажков я не увидел. А вот 4-я, 5-ю не вижу. Так. Хорошо, что у меня эти веточки поставил. Не вижу. На обратном пути буду забирать. У меня с собой сейчас нету этого, как сказать, чем рубить. Там, наверное, все равно немножко замерзло. Я в избушку возьму топор и на обратном пути уже буду забирать. Сейчас поедем до избы. На другом омуте остановимся, тоже посмотрю, что и как. И поднимемся на избу, затоплю печку и съездим выше порыбачить. Топор у меня только в избе сейчас не взял почему-то я. И сейчас буду измеривать скорость. Я, ребят, вчера программу закачал какую-то, не знаю. Вот здесь более ровное место, я газку дам и какую скорость он набирает, посмотрим. Интересно. Что-то у меня, бля, не включилось. Что-то у меня выключилось, ребят. Сейчас я по-новому. Надеюсь, видно? До 22 километров поднимается скорость. Больше нет, не может. До 22. От силы, наверное, 23 еще будет. И все. Но я на полный газ нажимал. Хватит. Для лесных покатушек самое это, больше некуда. Не, нормально. Потому что ровных мест очень мало. Постоянно такие кочки или же между деревьев ездишь. Не, самый маневренный, во-первых, и этот слишком большую скорость не нужен. Ладно, поедем. И здесь, ребят, что-то флажков я не увидел. Сработок нету. Вся надежда на то, что, скажем, может леска во льду и не сработала. А так нету, я не увидел, что сработка какая-то была. Ладно, сейчас уже чуть-чуть осталось, буквально там 300-400 метров, и я уже поверну на избу. Встретимся уже на избе. Да, нету сработки. Хорошо, уже рассветает. Сейчас сразу на рыбалку газку сделаем.
Чолом здорокарка. Бравовым. Горще. Немножко учусь, ребят, вождению этой табуретки. На этой табуретке. Я имею в виду. Вот сани надо еще подлиннее, вот как бы на 2 места, и я бы тулана с собой еще взял. Что-то надо придумать. Кататься я на нем буду в такую до 10 градусов сегодня, на 11 градусов. Я вообще не замерз, во-первых, и он очень экономичный. И здесь заехал легко сегодня. Просто надо приноровиться к управлению. Вот. Где-то газку надо дать, где-то вот, чтобы не скинуло тебя вот в сторону. Вот здесь я не вписался вот сюда скинуло нагрузку, проехал. Метет, между прочим. Не очень так приятная погода, смотрите. Ветрено. Ладно, сейчас я затапливаю печку. Ну и, как всегда, чай попью, позавтракаем и поедем на рыбалку. Чолом здорокарка. Ну вот. Видите, как часто начали приезжать мы через день. Второй поход уже на избу. Так. Веник в прошлый раз от метлу сделали. Пригодится. Чолом здорокарка. Опять прибыли. Давно золу не убрал. Целое ведро, оказывается, печи уже было. Сейчас убрал все. Ну вот, сейчас быстро он загорится. Дрова сухие, хорошие. И нагреется изба буквально за 10 минут. Так. Целое ведро. 8-литровое. Да, наверное, 8 литров. А раньше такими ведрами я воду таскал домой из колодца. Снегопад начинается. Сегодня 20 января. А сюда удобрение. Удобрение пускай уйдет. Фу. Хорошо. Ляпота. Труба короткая. Надо, конечно, удлинить. Потому что снега дофига. Каждым днем больше и больше становится. Отсюда не видно. А вон торчит. Ну, рассвело уже хорошо. Сейчас заношу вещи и все, отдыхаем. Ну вот, ребят, все вещи я уже разобрал. Тут у меня на столе сухари, хлеб, макароны с яйцом. С утра пожарил. Кипяток. Еще 1,5 взял. Как же, воды. Видите, пар идет. Но эта изба уже нагревается. А есть что вспомнить, когда я приходил минус 35 пешком. Вообще обледеневший весь такой дубак. Я помню, веки такие вот, еще все винье. Затапливаешь эту кирпичную печку и вот полдня ты ждешь, когда он нагреется. И чтобы я не замерзал, здесь я ловушку на рыб ставил. Я печку затапливал, шел на речку и долбил лед, чтобы мне не замерзнуть.
Глупые были, вот и долбили лед. А этот железяка мой вообще нагреется буквально там 10 минут. 10. В каждом фильме об этом говорил и буду говорить про железную печку. Потому что я не могу нарадоваться. Там у меня ледобор оттаивает с прошлой рыбалки. Все во льду. Немножко пусть оттает. Попью чай и поедем. Так, показывать тут чай пить я уже не стану сейчас. Я сейчас только покажу вам. Вот обычные макароны приготовил с этими, с яйцом, хлебушек. Вот такой завтрак будет. Там еще доширак. Ну это на всякий пожарный, если вдруг понадобится. Все. Ну-ка тут все так оставляем. Чуть-чуть. Ой. Так, ледобор взял, снасти есть, топор взял. Так, заведется или нет? Сейчас здесь побуксую. Без этого мне не выехать. Я его понимаю прекрасно. Если пешком пройтись, и человеку тяжело. А по готовой буранице, видите, как шустро он бегает? Так что каждая техника делает свою работу, выполняет, справляется со своей задачей. Не разгонишься. Ты смотри. Я надеялся на этот. А там получается так, первый, второй, третья сработала. Один флажок горит. Есть надежда. На обратном пути буду забирать их. Косачей не видать. Сейчас я до конца поеду. Оттуда начну.
Все. Фу. Так, первым делом глянем, что и как тут. Тут все пусто. Тут сработки нету. Там тоже пусто. Только надеяться на то, что, вот скажем, если леска во льду и не смог там открутить рыба. Так, сейчас я спускаюсь. Сперва вот на этом омуте попробую порыбачу ельцов. Надо найти. Самое главное, если найдем, хоть жареху поймать. Если нет, так нет. Так, все. И забираем все жерлицы. Каждым часом я начинаю понимать, что эта техника самая лучшая в мире. Это каждым разом мне все больше и больше нравится. Да. Угу. Так. Все это взял. Топор еще надо взять. Это взял. Смотрите, как все сравнялось уже. Ну, сейчас метель тоже, пурга была. Вот так все сравняло, конечно, капец. Фу. Моих следов практически не видно уже. Так. Я так надеялся на этот омут, конечно. Что-то вообще сработок нет. Там на повороте еще одна есть. На жерлице. Тут, короче, ребят, рыбы 0. Вон моя прикормка. Не знаю, видно, не видно вам. Вот, прикормка. И вроде течение, хороший песок. И все, что для рыбалки. Вот именно такое интересное место. Но нету. Смотрите, я уже взял 3 жерлицы. Вот 2, и вон там еще подальше 3 была. Короче, вообще, как сказать, это, наверное, выключу и уже дальше поеду. В общем, жерлицы не замерзли. Не замерзли, значит, у меня только один шанс поймать щуку, где сидит щука. Одна сработка. А в остальном, наверное, ничего там нету. Потому что вообще не замерзла под снегом у меня жерлицы. И сработок нету. Так что посмотрим. А сейчас я собираю. Сейчас еще на повороте 2 штуки забираю. И поедем на следующий омут. Также я буду проверять. Вон там прикормка. Все это забираем. Если будет что-то, я буду включаться. Нет, так, наверное, сжечь гигабайты не стану в холостую. Я уже, ребят, нахожусь на другом повороте. Там поставил прикормку. Один ёрш плавает. Я его видел в подводную камеру. Вот наша сработка. Вот тут тоже жерлицы. И там немножко наледь под ногами. Сейчас начну собирать с того конца, с крайнего. Как дойду сюда, покажу, что тут есть или нету. Интересно. Мне и вам тоже, думаю. Там уже ниже наша изба. Вон там елкой в середине кадра. Вот там наша изба. Буквально на поворот выше я поднялся. Вон он. Первая сработка. Ну и последняя, думаю, тоже. Сейчас, короче, на 2 канал Будни Олега я тоже на смартфон бла-бла-бла поговорил. Так, небрежно так вытаскиваю эту жерлицу. И что я вижу, ребят? Вот так все это выглядит. Какой-то хищник дернул ельчика. Голова только осталась крючком. Вот так она торчит. Между прочим, если что, он хорошо должен зацепить щуку. Но щука хитрее оказалась. Или же какой-то зверек. Норка или выдра.
Всякое может быть. Бывает даже выдры глотают с рыбой крючок и попадают. Были случаи. Вот. Ладно, сейчас собирать буду. Буду собирать. Что-то меняется погода. Опять вот чуть-чуть проясняется. Но дальше холода обещают в ближайшие дни. Вот самый интересный момент, ребят. Надо посмотреть. Кто-то есть или нету. Может просто сработка, просто трупа сработала еще. Может даже и рыбы нету. Так, надеюсь, видно. Да. Все открутила. Вон. Полностью. Пустой. Пустота, ребят. Вот так вот. Нету никого. Или есть. Кто-то есть. Есть кто-то. Да. Опа. Уха, ё-моё. Вот он, ребят. Ой, блядь, закрутило все. Вот он. Щука. Вот он, ребят. Красавец. Надеюсь, видно. Хорошая щука. Так, раз, два, примерно 40 сантиметров. По весу я не знаю. Вот так все это выглядит. Вон. Вот так вот жерлицы. Уха есть. Попалась. Так. Ладно. Одного поймали. И то веселее. Капец, конечно, у него. Я прекрасно знаю, что хотите написать. Что надо от этот пасть открывать, там железку. Ну, с добычей, с рыбой нас. Хорошая, вкусная уха будет. На больше я не рассчитывал. Хоть это поймали, и то ладно. Позавчера, наверное, там вот такой же размер и был. Наверное, эта рыба вот сюда пришла. А может, еще кто-то есть. Не знаю. Все хорошо. С уловом.
Ребят, видели, как я здесь проскочил? Даже сам не понял. Нет, здесь нужна сноровка, как бы управление. И легко можно также ездить. Легко. Здесь вот, как бы я проехал в ту сторону еле-еле кое-как. А здесь я так вот вписался. Не, нормально. Обалдеваю, просто обалдеваю. Если здесь выйти, вот тут, по целине, я замучаюсь. Правду говорю. Потому что как будто кажется, что там буранится и легко. Нет, он не сможет. Сможет, но ему тяжело будет. Просто топливо сжигать будешь, насиловать технику. Интересно. Вот здесь я как проскочил, это четко получилось. Я думал, здесь забуксую. Я на избе все. Сейчас еще чай попью. И потихоньку буду спускаться уже. Остатки сладкие буду забирать донки. Эти флажки. И еще в одном месте попробую порыбачить. Тут вообще нету рыбы. Выше нету. Где ельцы? Очень тяжело находить. Просто тяжело. Что-то знакомый вчера спрашивал про мою избу. Я ему объяснил, где она находится, вот эта изба. Думал, сегодня заедет он ко мне. Он хотел подняться там куда-то выше. Что-то вообще следов на снегоходе еще не было. Никто еще не проехал. Вот, сейчас я пью чай с термоса, ребят. И поедем. В этом, в печи, полная печка еще дров. Я сейчас приоткрыл, поддувало, чтобы тяга лучше была. Сейчас горела. Немножко поснимал на будни Олега, на второй канал. На смартфон тоже. В общем, подписывайтесь на оба канала, чтобы в курсе событий там были. Вот здесь, скажем, что-то я показываю про природу, а там уже на будни Олега, мой второй канал, там уже все подряд снимаю, все новости, что-то там вижу, купил, показал, как река открывается, как закрывается, что в селе происходит, там какие-то новости бывают, рассказываю. Это тоже как бы у меня там небольшие объявления чаще выходит, скажем, вот я выложу фильм или вот поймал то-то, там будет в этом фильме, на этом канале, и вы уже в курсе всех событий будете. Вот. Раньше я как бы все вместе показывал, потом отделил, вот два канала создал, чтобы вот в одном ассорти, там пускай так и будет, а здесь уже чисто природа, охота, рыбалка. И когда, вот, скажем, нету улова, нету рыбалки, все равно я показываю природу. И название у меня «На природе в Коми». В Коми это я где родился, где живу. Потому что мне постоянно пишут, что я литовец, какой-то эстонец или еще что там. У нас акцент такой финно-угорский, к финнам есть такое вот немножко. И может поэтому. А так я родился и живу в Коми Республике. И назвал канал «На природе в Коми», как будто я постоянно на природе в Коми снимаю. Вот. И я сейчас зачастую начал видеть там каналы, которые названы, ну это немножко даже копируют, скажем, на природе и свой город или же свою область там называют. Ну это 100% мои зрители какие-то. Вот. А я так долго думал, как называть там, что делать там. Сперва по одному называли, потом я не помню, как называли. Потом немножко переименовал, потом вообще переименовал, там, потом снова на природу в Кому перешел, в общем, так и оставил. Кому надо, как бы находят, ищут, смотрят. А насчет рыбалки, как видите, пока в данный момент одна щука у меня. Еще осталось 10 жерлиц.
всякое может быть. Сейчас поедем, проверим, может кто-то и сидит. Еще на одном повороте попробую порыбачить, яйцо половить. Сейчас я дверь вперед призакрою, там у меня открыто полностью. Немножко спотел. А так я одет, вот смотрите, вот одет как? У меня две кофты, там футболка, две кофты, демисезонная куртка и еще вот этот зимний костюм. Штаны у меня то же самое, трико, демисезонные штаны и вот этот вот спецовка, вот этот костюм зимний. Я вот езжу вот на мотособаке, вот первые походы у меня на этом. И я не мерзну, у меня не было такого ощущения, что вот я замерз, я вот такой. Нет. Одежда по-теплому оделся, может из-за этого. Но и выбираю на нем походы, не стараюсь выше 10, лучше не ездить. До 10, пожалуйста. Не мерзнешь, все четко. Можно до 15 максимум, думаю. После 15 уже ты будешь остывать, хоть как одевайся. Не знаю, как 30, как 25 ездят, но это уже самоизнасилование. Это просто человек сам себя насилует. Это замерзнешь. Может, ты не почувствуешь, может, это чувство придет к тебе через 10-15 лет. В молодости ничего не слышно, а вот через 15 лет вот начнут колени болеть, там шея, спина остывает. Это уже хоть на буране, хоть на чем. На буране не теплее. То же самое, как бы лобовое стекло есть хорошо, но я здесь немножко переделаю. Поставлю линолеум на руль. Во-первых, колени будут как ветроотражение будет, как бы коленям меньше будет ветер попадать. А при желании даже можно на руль приделать такое стекло. Это легко. Я так сегодня ехал, я смотрел, вот так еду, ну, он быстро не едет, спокойно, успеваешь и смотреть по сторонам, наслаждаться природой, успеваешь что-то думать там, и все успеваешь. И вот я еду и думаю, что я могу здесь переделать. Я вкладываться в это ни копейки не стану. Во-первых, тюнинги, я ничего такого делать не стану. А просто вот ветрозащиту что-то можно придумать. Спереди на руль это линолеум я поставлю. Это коленям будет еще комфортнее. А уже в лютые морозы, если ездить, то можно лобовое стекло поставить. Тоже вариант такой есть. Возможно. Можно съемный что-то придумать. Мои руки умеют кое-что делать. И сварка, и хвалиться не стану, но что задумываю, мои руки делают. Так что возможно все. Вот. А то, что вот, скажем, поярче свет, что-то там тоже думал, свет не хватает, но думаю, хватает. Чтобы вот в электронику лезть, там переделывать, или еще двигатель там помощнее, это ничего переделывать не стану. Вот. Рыба не знаю где. Я надеялся на второй омут верхний, который вот первые донки, которые я поднимал сегодня. Я надеялся на вот этот омут. Там, думаю, мне кто-нибудь попадет. Но даже подходов не было, как ни странно. Я удивился немножко даже. Ну, еще рыбалка на жерлицу у меня будет весной. Весной обязательно приедем, когда уже последний лед будет. Это самая интересная рыбалка на жерлице и все остальное. Там тепло будет, комфортно. Наст. И думаю, возможно, весной поудачнее будет рыбалка на жерлицу. А сейчас январь, глухозимье, сами понимаете. Ем вот такие макарошки с этими, с яйцом пожаренным, с глазуньей, или как называется. Вкусно и просто. Сало не ем. Ем в меру, совсем минимум. От сала, жирные продукты я все
копчености я отказался, от свинины все это дело в стороне у меня. Я рацион пищи, еды я изменил, ну, так надо. Ем нежирное, курицу, более-менее еще. Бич-пакет тоже хорошо идет в тайге. Каши разные, супы, но жирно не перестал, ну минимум ем. Хочется, конечно, очень даже копчености хочется, но не стараюсь. Организм сказал: Олег, хватит, жирное тебя. Так что не пишите мне, что вот там еда у меня какая-то вот стрёмная, там этих грудинок нету или еще там шматок сала. Мне что хочется, то и ем. Я наедаюсь всем этим, что имею. Очень даже. Яичница тоже хорошая штука. А это на скорую руку самое то. Макароны просто я обожаю. В любом виде. С подливой и, как сказать, конечно же, с тушенкой, если сделать, тоже вообще огонь идет. Но еще раз говорю, жирное минимум потребляю. Так что сейчас покушаем, соберемся и дальше в путь. Будем добирать все остальное, жерлицы, порыбачу и поеду домой. Потому что сегодня суббота, банный день, еще баню мне надо затопить. И сегодня суббота, стрим еще, прямой эфир, может, выйду. Вот такие планы сегодняшнего дня. Сейчас ем. Так, записал прошлую поездку и сегодняшнюю. В общем, все, изба, давай. До новых встреч. В следующий раз снова приедем. Все закрыто, все хорошо. Опять прижало, блин. Снегом прижало. Не закрывается даже она. Капец. Ладно. Надо ехать. Рюкзак так прикрепил. Тут еще пакет забыл. Ну и ладно. Смотрите, какая борозда. Сантиметров 30 точно снега есть. Да и бураница, между прочим, тут. А, бураница вон там идет. Здесь целина. Глубокий снег. Следы свежие. Кто-то поехал на снегоходе. Широкие сани.
меня выключилась камера, не знаю, записал или нет. Я уже поехал с избы на омуте вот тут. Здесь я собираю все жерлицы и поеду дальше. Сегодня рыбачить не стану. Следующий день чисто на рыбалку, на удочку. А сегодня собираю все жерлицы и надо ехать баню топить. Вот. Не знаю, почему камера выключилась. Или по пути, или что-то зарядка опять уже барахлит. Последний поворот. Смотрите, сколько наледи вдоль берега. Все открыто, все. Чуть лево, чуть право, все. Можешь провалиться. Ребят, там сработка. Самый крайний. Первый, когда я ставил. Нет, это не первый. Первый вон там, получается. Или оттуда. Когда поднимался с утра со столика, посмотрел, где у нас столик, получается, вот он столик, вот тут. Сработка еще не было. Это в течение дня сработало. Самый крайний. Наконец-то дошел. Следов нету, видите? Вон там кое-как видно. Легче по новому месту идти. Ну все, ребят. Эта сработка, она уже была, может. Может, я не заметил. С утра оттуда. Что-то похоже снегом запорошило. Не знаю, холостая или нет. Интересно посмотреть. Как бы там ни было. Как бы там ни было, интересно посмотреть. Так. Есть. Что-то есть, ребята. Хороший. Надеюсь, видно. Да, идет. Идет, друзья мои. Дергает, капец. Ух ты. Ух ты. Блин. Аккумулятор разрядился. Не знаю, ушел, не треба. Есть еще пока. О, бля. Крупный. Не лезет лунку. Ох, блядь, ушла рыба. Все. Сорвалась. Мельком только увидел его и все. Я, наверное, поспешил. Ушла рыба. Такая вот немножко. Да, крупный был. Мельком только увидел. Наверное, не надо поиграться было еще. Вот что значит, опыта нет в этом. Не подготовился я, надо было еще крючок взять. Рыба хорошая была, между прочим, не мелкая. Что надо было сделать? Отпускать или нет? Значит, он не проглотил так сильно. Почему он сорвался? Слабинку не давал. Даже немножко обидно, ребят, честно. Это, знаете, вот как будто ты промахнулся из ружья. То же самое здесь получилось. Не знаю, я виноват или рыба как-то выплюнула. Хрен пойми. Да, за эти две рыбалки у меня 2 промаха. Одну щуку поймал. Первый день я пропустил тоже.
И здесь тоже вот. Но он бойко себя вел. Наверное, только-только, может, сегодня попалась. Не знаю. Но я даже не видел на размер. Только я видел, как он этот, ну, как сказать, вывернулся и ушла рыба. Вот так бывает. Хоть бы показал бы, какая рыба была. Не удалось. Пишите, комментируйте, ребят, что надо мне сделать было. Поиграться, чтобы он туда-сюда еще. Но он жестко туда ходил. Что я неправильно делаю в этой рыбалке? Что-то я не то делаю. Вроде не спешил и слабинку не давал, но все равно уходит рыба еще. Крючок новый, не ржавый. Только вот сейчас тоже покупал. Да и вообще он острый. Но не проглотил, где-то был, зацепилась немножко. Да, обидно. Когда поднимаешься в эту гору, блин, отдышка такая. Ну что, вот еще проверку закончил на этой рыбалке. Еду домой с одной щукой. Одну щуку поймали. Все жерлицы забрал. И не знаю, когда следующий раз приеду. Но еще рыбалка на жерлицу будет. Между прочим, как сказать, это жерлицу ставил я на старую рыбу, которая лежала в морозильнике. И это, оказывается, роли никакой не играет. Если есть щука, если он хочет, если у него есть жор, то легко и берет на несвежую рыбу. Не надо там думать, что вот... Конечно же, если рыба активная, живец там шевелится, там больше щук видят, и может и улова больше будет. Но можно ловить и на старую выловленную плотву, ельцов, пескаря, да и на мойву тоже. Вот. Ждите новые рыбалки на жерлице. А сейчас я поеду домой. Спасибо, река, что нам дала щуку. Щуку пожарим или уху сварим. Без проблем. Между прочим, там опасно. Вот первая жерлица тут стояла. И вон там вторая. Там возле берега все открыто. Все, прям течет вода. И налеги очень много. Наверное, оттуда на лед поднимается вода. Опасно. В общем, в этом году лед страшный. Тонкий. Опасный. На перекатах, думаю, вообще льда нету. Сейчас я буду ехать. Больше уже включаться не стану. Включусь только, ну, вдруг где-то хороший, интересный момент будет. И еще на конечной остановке, где у меня закончится топливо. Сегодня заправил бак. Там как бы сетка, где вот красная линия. До туда заправил. И чисто до избы. От избы еще с километр. Получается 15 туда и до дома 15. Если хватит, значит 30 километров расхода этого бачка. Посмотрим, где вот закончится топливо. Там и я включусь, вам озвучу расход. Все это дело. Так же, как и в прошлый раз. Все, я собираюсь, короче, и газку. Проясняется. Смотрите, скрипит дерево. Следы зайчишек в одном месте видел, в двух местах еще следы куницы видел. Вот, больше ничего. Так, регулировочный болт. Интересно тоже, какой длины, наверное. Примерно 8 сантиметров. 10 на 8 тоже запас надо. Вдруг ненароком открутится, но не должно, в принципе. Законтргаили тут. Так, все, собираюсь.
Думаю, хватит сегодня у меня. Я остановился, ребят, именно на том месте, где прошлую поездку у меня закончился бензин. Здесь я заправился. Вот. А сегодня, думаю, до дома хватит. Потому что в прошлый раз я больше ездил. И еще катался по целине. В общем, нагрузку давал больше. А сегодня туда и обратно. В принципе, в прошлый раз до избы еще зашел по целине. Там еще кружился по целине. И дополнительно 3 километра от села еще рыбачить ездил. Если хватит бак, все вообще здорово. Встретился, поднялись 2 бурана, знакомые с нашего села. И кто-то на лыжах еще спускается, никак не могу догнать. В общем, убежал лыжник. Так, пусть немножко подостынет и поедем дальше. Конечно, грохот от него очень большой, от редуктора, наверное, просто шум офигеть. Как будто трелевочный трактор, гусеничный трактор как будто едет. Честное слово. Вот этот звук редуктора просто офигеть, очень мощный. Так, ребят, я уже возле гаража. Сейчас покажу, сколько топлива осталось. Осталось еще, наверное, примерно пол-литра, не меньше. И заправлял вот до красной сетки, вот, не знаю, но не до горлышка. Так что не надо беспокоиться, что бак не хватит туда и обратно. 30 километров, даже 30 с лишним километров хватает бак. Сегодня я проехал 30 километров. Вот если так посмотреть, вон, смотрите, где это красная полоска. Вот до туда я заправлял. Пол-литра еще осталось. Грубо говоря, 3 литра я истратил на 30 километров. Нифига себе экономия. Ребят, это просто офигительная экономия топлива. Я просто обалдеваю. Если на снегоходе 30 литров, 30 километров, это, считай, надо 10 литров минимум. 3 раза меньше жрет. Ну, налегке, конечно, гоняю по дороге, но все равно расход топлива вообще офигеть. Вот для таких походов, думаю, эта техника самое то для меня будет. Вот. Ну, на буранах следующий поход, думаю, у меня будет на снегоходе буран. Мне надо протоптать заречье, бураницу, чтобы ездить на рыбалку вот на этом малыше. Там до озера протоптаю, переход через речку протоптать надо. В общем, следующий выезд на нем будет. Вот. Ну и что, будем заканчивать. Буду заканчивать сегодняшний фильм. С уловом вернулись, поймали щуку. Ну и ждите новые фильмы, ребят. Всем пока и до новых встреч. Отлично.